Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассалам аля расулиллах. Дорогие братья, продолжаем с вами цикл лекций «Пути к прощению грехов», «Причины прощения грехов». И на прошлом уроке у нас были какие причины? Это аклюль халяль, валь амаль бис сунна, ва адам ида иннас. То есть, когда мусульманин ограничивается только разрешенными видами еды, то есть халяльная еда. Также, когда мусульманин всегда старается опираться на сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и когда мусульманин не притесняет других, то есть не причиняет, старается всеми силами не причинять вред другим. Также ман тарака либаса тавадуан, и кто оставляет, может быть, дорогие виды дорогой одеждой, тавадуан, именно, то есть знак скромности перед Аллахом. Скромность, как скромность, не потому, что у него там денег нет, да? Деньги есть, но альхамдулилля, он хочет быть скромным перед Всевышним Аллахом и избегает высокомерия. Ну, про вопрос одежды мы с вами немножко так поговорили. Это не просто так ведь, то есть это не значит, что человек богатый должен носить там дешевую одежду там, или потрепанную одежду, да? Ну, про это мы с вами говорили. И также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поручился, что нам будет рай, дал нам гарантию, что нам будет рай, если кто-либо даст гарантию, что он сохранит то, что между его бородами, двумя бородами, то есть будет хранить язык от греховного, вама бейна риджляйхи, и то, что между его ногами, то есть будет хранить половые органы от зина, распутство. Аллах Тааляның илчесе, посланник Аллаха, дает гарантию, что ему будет рай. И тагамут тагам, также угощение людей, кормление едой. Мы с вами говорили, что это было особенно актуально во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, потому что вопрос еды, он был действительно актуален, у людей, людям не было кушать, особенно вопрос воды, очень много хадисов приходит от нашего любимого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что нужно жертвовать водой, что нужно помогать людям добывать воду и так далее, и так далее. Потому что вода была, ну, во-первых, без воды жизнь невозможна, во-вторых, вопрос воды действительно стоял очень остро. И идем дальше. Следующая причина. Первое, ас-сиям, это пост. Второе, ит'аму мискин, кормление немощных, слабых, беззащитных. Ваттибау джаназатин, также участие мусульманина в джиназа, когда он участвует в намазе, молитве джиназа, или еще лучше, если он может до могилы проводить усопшего своего брата, умершего. Ва аядату маридин. Следующая причина, это все в одном хадисе. Посещение больного. И все это, вот все, что мы перечислили, фи яумин вахидин, в один день. То есть, кто вот сможет собрать все эти виды благодеяний, все может сделать в один день, иншаллах, это будет причиной того, что Аллах простит ему его грехи и введет в райские сады. Абу Хурайра, радийаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как-то спросил своих сподвижников: «Ман асбаха минкум аль-яума саима». Кто из вас сегодня встретил утро, будучи постящимся? Саиман, то есть совершая пост. Кто у вас сегодня постится? И тогда ответил ему Абу Бакр, фахаля Абу Бакр, радийаллаху анху ана. И вот Абу Бакр сказал: я, о посланник Аллаха. Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, задал второй вопрос. Ман ат'ама аль-яума минкум мискин. А кто из вас сегодня накормил немощного, то есть нуждающегося? Кто накормил?
Кто сделал это благодеяние? Тогда Абу Бакр вновь ответил: я. То есть Абу Бакр сегодня и постится, и накормил нуждающегося. Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: «Ман иттабаа минкум аль-яума джаназатан». А кто из вас сегодня участвовал, проводил своего брата в последний путь? То есть совершил джиназа. Тогда Абу Бакр, факаля Абу Бакр, ана. И Абу Бакр сказал: я. Тогда посланник Аллаха задал, саллаллаху алейхи вассалям, четвертый вопрос: «Ман ада минкум аль-яума маридан». Кто из вас сегодня посетил больного? Кто из вас сегодня посетил больного? Тогда Абу Бакр, радийаллаху анху, сказал: я. То есть вот все благодеяния, которые посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, про которые спросил, да, оказывается, все они и все их совершил кто? Лучший из подвижников, радийаллаху анху, Абу Бакр. Абу Бакр, радийаллаху. И действительно, в совершении благих дел среди сподвижников, мы знаем, не было равных кому? Никого. Абу Бакру, радийаллаху анху. Потому что действительно Абу Бакр это был такой человек, который, наверное, во всем был первым. Вот умма мусульман, она такова, что, альхамдулилля, у нас возможности, да, может быть, таланты, да, способности, они разные. И очень часто бывает так, что вот в каком-то определенном благом деле кто-то из нас, он номер один, он вот лучше всех, да? Но в другом деле он не первый, может быть, он третий, четвертый, а может даже последний, потому что в этом он был первым, а здесь он может быть там где-то, да, в конце. Но тот, кто был здесь первым, может быть, где-то будет в конце. Поэтому Аллах Тааля так сделал, что наши возможности, наши таланты, наши способности, наши даже то, к чему мы стремимся, да, стремления, они разные. Поэтому кто-то, машаллах, он больше всех дает садаха. Машаллах, вот он больше всех дает садаха. А кто-то больше всех постится. Кто-то больше всех постится. И тот, кто больше всех постится, может быть, не больше всех дает садаха. Потому что Аллах ему вот это дал, да, усердие, машаллах, поститься, ночами выстаивать намазы. Вот он здесь первый. Вот, например, мы знаем Абу Дарда, радийаллаху анху, да, машаллах. Это был такой сподвижник, пусть Аллах будет доволен им. Это был сподвижник, который очень много совершал дополнительных молитв, дополнительных постов. Очень много. Так ведь? И он был одним из первых в этом. Поэтому бывает так, что вот кто-то из нас, он, машаллах, очень много совершает. Но что касается садака, у него нет таких имуществ, чтобы ему быть первым в этом. Да? Но тот, кто много дает садака, иногда может оказаться так, что он меньше всех выстаивает ночные молитвы. Мы здесь говорим про дополнительные. Так ведь? Дополнительные. То есть про фарзы мы не говорим, потому что фарзы все должны и поститься, и молиться. Поэтому все дополнительно. Иногда бывает так, что нужно кому-то просто помочь физически. Да? Физически. Вот тот, кто всегда помогает деньгами, он не может помочь физически. Потому что ему надо много работать, бизнесом заниматься, он же много дает. И поэтому здесь он уступает место другим. А бывает так, что вот тот брат, которому нужно там что-то замутить, что-то организовать, где-то субботник организовать, кому-то помочь, кому-то там дома где-то что-то сделать, да, машаллах, но он, может быть, не всегда первым приходит на урок. Или там смотришь на него, он все время засыпает на уроке. Вот это не его, да. Но этот брат, который спит на уроке, может быть, самый первый во время субботника, когда бордюры красишь, там еще кто-то. А тот, кто первый сидит на уроке, а у его вообще нет на субботнике. Вот поэтому у нас возможности разные. Но есть, и даже среди сподвижников было так. Кто-то там на джихаде первый был, кто-то, когда садаха давал, кто-то кому-то помогал вдовам, да. Но есть такие сподвижники, которые во всем и везде были первыми. И вот это как раз Абу Бакр, радийаллаху анху, да, он действительно во всем был первым. Он не мог быть вторым. Если нужно было собирать деньги, никто не мог его
обогнать. Так ведь мы знаем, Абу Бакр, Умар соревновались. Так ведь, когда Умар, ради Аллаху анху, принес половину того, чего он имел, он думал, что все, вот сегодня он, как говорится, поразил, обогнал в благом, да, в этом соревновании Абу Бакра. Но оказалось, что Абу Бакр принес все. Вот и здесь, вот это как раз, этот хадис доказательство тому, что Абу Бакр был лучшим, да. Вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил про 4 дела. И все эти 4 дела, оказывается, сделал сегодня, в один день, Абу Бакр, ради Аллаху анху. И вот в конце, в завершении, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда 4-й раз уже услышал ответ Абу Бакра, да, он сказал: если кто-либо если все эти дела, которые он перечислил, соберутся в одном человеке, илля дахаля аль-джанна, то есть этот человек обязательно войдет в рай. То есть если он это в один день смог и поститься, и накормить неимущего, да, он там не сказал ему: так и я голодный, что и ты ходи голодным. Нет, он накормил немощного, да. Альхамдулилля, он не пропустил джиназа. Умер кто-то, брат, сестра, он там участвовал. Он ада, маридан, посетил больного, да, вот все дела он сделал. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: если все эти дела соберутся, вот эти 4 благодеяния соберутся в одном человеке, он обязательно будет в раю. То есть, значит, Аллах обязательно простит ему за это грехи. И этот хадис раваху Муслим, Ибн Хузайма и имам Бухари Адабуль Муфрат, о сборнике Адабуль Муфрат приводит этот хадис. Вот поэтому, дорогие братья, конечно, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, заранее не предупреждал никого, поэтому специально один раз в жизни сделать так и все, то есть, это не получится. Вот мы должны жить с этим, жить. Вот где благо, иногда Аллах Тааля прямо на дорогу ставит нам причины прощения грехов или причины того, что мы будем в раю, да, иногда мы просто это или упускаем, или по невнимательности, или по беспечности, или иногда мы заняты, как мы думаем, более там большими делами, да, вот мне надо вот это сделать, а это же все не так важно, так ведь? Вот, альхамдулилля, Абу Бакр, ради Аллаху анху, для него все было важно, поэтому он собрал в себя вот все эти благодеяния. Следующий. Абу Саид аль-Худри, ради Аллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: хамсун, то есть 5 дел, ман амилахунна фи яумин катабаху Аллаху мин ахлил джанна. То есть 5 деяний, если кто-либо совершит эти 5 дел в один день, Аллах Тааля запишет их в числе обладателей рая. То есть он будет в числе тех, которые станут обладателями рая. Первое. Ман ада маридан. Первое. Кто посетил больного. До этого у нас еще были уроки про посещение наших больных. Так ведь, братьев, поэтому мы знаем, что кто в начале дня посетит, то есть утром посетит своего больного брата, то 70 тысяч ангелов по воле Аллаха будут целый день будут делать за него салават, то есть истигфар, будут просить у Аллаха, чтобы Аллах простил его грехи. Если он сделает это вечером, то до утра ангелы будут просить за него прощения за его грехи. Поэтому очень много хадисов, так ведь? То есть, а здесь уже все вместе приходит. Вашахида джаназа, также участвовал в джаназа. Мы с вами проходили отдельно хадисы, как отдельная причина, да, прощения грехов, хадисы про как мусульманин совершает джаназа за своего брата, сестру. Мы знаем, что он получит аджр, 1 кират, за то, что он просто поучаствовал в молитве, а если он еще участвует в похоронах, то есть будет проводить его вплоть до могилы, он получит еще 1 кират, и 1 кират больше, чем гора Ухуд. Так ведь? Поэтому много хадисов, которые объясняют нам достоинство салатуль джаназа. И постился, васама яуман, вараха яумаль джумуати, и в пятницу он отправился совершать молитву пораньше. То есть не ждал
что вот придет там время, азан, ихамат, там еще, сейчас он там хутбу еще имам рассказывает, я еще успею, да? Мы знаем хадисы, которые побуждают пораньше, по мере возможности приходить на джумга. И последнее, он освободил, получается, освободил раба. Ну, сегодня, альхамдулилля, в современном обществе рабов нет, но в свое время это было очень актуально, потому что ислам всегда боролся с рабством, всегда в исламе очень много причин, когда мусульманин, как искупление за какой-то грех, он должен был освобождать раба. То есть ты идешь на рынок, покупаешь человека, как продавали в свое время, как скот, как животных, да? А человек стоил намного дороже, то есть намного больше денег надо было за него заплатить. И вот он твой раб, он мог тебе и послужить, так ведь, но ты его освобождаешь. Ты говоришь: брат, все, ты свободен. Вот это было действительно очень великое дело, к которому призывал посланник Аллаха. И вот эти дела, которые он совершил в один день, то есть он и посетил больного, и совершил джиназа за своего брата, он и постился в этот день, он и на джумга пошел пораньше, то есть получается это джумга, да? И освободил раба. Ну, что касается поста, мы знаем, что нет специального поста в день джумга, но может иногда некоторые виды дополнительного поста могут иногда совпасть с днем джумга, да? Например, там Ашура, Арафа, Тасуга. Но мы должны знать, что здесь мы или за день вперед, или и в субботу постимся. То есть специально день джумга для пятницы или для субботы мы не соблюдаем. То есть это сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И другой хадис. Этот хадис раваху ибн Хиббан фи сахихихи, в своем сборнике Сахих, и Абу Я'ля. И также от Абу Саид аль-Худри передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: у кого пост совпал с днем джумга, то есть он постится, и это совпало с днем пятницы, да, с джумга. Ва'ада маридан, и он в этот же день, то есть получается он постился, кто постился в этот день, кто посетил больного, кто участвовал в джиназа, ватасаддака, кто давал садака, жертвовал, ва'атака, и освободил раба, для него обязателен будет рай. Рай для него будет обязателен. То есть, ну, вот, если мы не можем освободить раба, тогда надо хотя бы другие дела все сделать. Да? Вот это у нас одна из причин прощения наших грехов. Следующая причина – кафилюль ятим лаху аули гайрихи. Забота, опека о сироте, будь то сирота из числа его родных, или же из числа чужих. То есть вот именно здесь в хадисе говорится «лаху», то есть сирота, которую из его «мин ахрибаихи», как ученые говорят, из числа его родных, или же из числа чужих. Сахаль ибн Саад, радийаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ана ва кафилюль ятим фил джаннати хакада». То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я и тот, кто опекает сироту, в раю будем вот так вместе». То есть он показал два пальца и вот так приблизил. То есть человек, который будет опекать сироту, он не просто будет в раю, он будет рядом с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. То есть он будет приближенным к нему. И вот так он прямо приблизил пальцы. То есть я и тот, кто будет опекать сироту, в раю будем вот так вместе. Этот хадис в сборниках имам аль-Бухари, имам Ахмад, Абу Дауд и Тирмизи. И в другом хадисе, который передает нам Аиша, радийаллаху анха, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ана ва кафилюль ятими лаху аули гайрихи», я
И тот, кто опекает сироту, будь то это его сирота, то есть из числа его родных, или же сирота из числа чужих людей, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Филь джаннати», «Филь джаннати», то есть мы будем в раю. «Вассаи аля армилати валь мискин каль муджахиди фи сабилиллахи». И тот, кто помогает, то есть переживает, помогает вдовам, то есть это те женщины, сестры, которые потеряли своих мужей, кормильцев, да, валь мискин, и неимущих, он подобен муджахиду фи сабилиллах, на пути Всевышнего Аллаха. Этот хадис, сборник Сахих, раваху Табарани и еще Муслим написано, от Абу Хурайра. То есть этот хадис, сборник имама Муслима, уже от Абу Хурайра, радиллаху анху. А здесь мы говорили от Гаиша. Так ведь? И вот эти два хадиса, альхамдулилля, призывают нас опекать сироту. Ну, сирота, во-первых, кто такой ятим? Сирота, обычно у нас понимает, это тот, который потерял своих родителей. Так ведь? По шариату сиротой называется тот, который потерял отца. То есть даже если мать живая, здоровая, там, бабушка, там, братья, все остальные, да, если нет отца, то есть, получается, нет защитника, нет опекуна вот этого, который защищает его, который отвечает за его безопасность, за его еду, где он живет. Вот тот человек, который не имеет отца, получается, он сирота. Он сирота. Ребенок, который не имеет отца. Может быть, там мать там, вообще богатый, там еще кто-то, да, но то, что нет отца, он уже сирота. Иногда вот братья спрашивают, вот детдомовские дети, да, являются ли они как бы сиротами? Вот несколько случаев было, когда братья подходили, но у них вставал вопрос, все-таки брать или не брать детей с детдома. Ну, бывает так, что у них нет, да, детей, или там один ребенок, жена больше не может рожать, и вот они подходят, и у них вопрос стоит. Вот. А ребенок, которого мы возьмем с детдома, будет ли он подпадать под этот хадис? То есть я и тот, кто опекает о сироте, будем вот так вместе в раю. Почему спрашивают? Потому что у многих детей, у них есть родители. Так ведь? Эти родители просто их бросили. Вот после этих вопросов я довольно-таки долго читал и в интернете, фатава ученых. Все-таки ученые говорят, что даже если у этих детей есть родители, они в первую очередь сироты. Потому что если сирота с точки зрения шариата, это тот, который потерял отца, даже если есть мать. Вот представьте себе, ребенок имеет мать, мать любит дитя, мать там готова все отдать за свое дитя, да? Она может сама ходить голодной, кстати, про это еще хадис будет, да, если дойдем сегодня. Да. То есть у ребенка есть кому заботиться о нем, но он все равно сирота. Почему? Потому что нет отца, потому что нет защитника. Вот даже если он по шариату является сиротой, ему нужно помогать, то тогда что можно говорить, ученые, говорить о тех детях, от которых родители отказались? Все, они бросили. Поэтому получается, как будто этих родителей нет. И поэтому человек, который помогает, там, берет с детдома ребенка и воспитывает мусульманская семья, да, дают этому ребенку то, чего лишили его родители родные, да, здесь, конечно, этот ребенок является сиротой. И иншаллах, им будет то обещание, которое сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мы будем вместе. Но тут еще есть второй момент, да, если посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, мы будем в раю вместе, да, нелегко попасть в рай, мы знаем, так ведь? И особенно нелегко будет быть рядом с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. То есть опекать сироту – это очень и очень непростое дело. Мы должны это понимать. Вот очень много случаев, когда братья берут с сестрами, да, ну, альхамдулилля, бывает так, что вот Аллах Та'аля дает баракат, они как-то
не знаю, как-то влюбляются в друг друга, да, и ребенку комфортно, и родителям комфортно, как-то у них получается. Но бывают моменты, когда не получается у них, не получается подружиться, не получается полюбить друг друга, и очень много проблем создают вот эти сироты. То есть очень много терпения нужно, потому что даже иногда терпения хватает даже со своими детьми. Так ведь? Это твое дитя. Ты можешь как-то его и там наказать как-то там, потому что он твой, да. И ребенок знает, что ты его папа, что ты его любишь, что это его мать. А вот когда чужой ребенок, которого бросили и так обидели его родители, да, он не только злой на всех, когда он оказывается в чужой семье, это не так просто. И очень много бывает иногда проблем. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он обещал, что они будут вместе, но для того, чтобы действительно опекать сироту, нужно пройти и через испытания, и терпеть нужно. Не просто так, вот там, машаллах, я тут хадис прочитал, услышал на уроке, да, пойду-ка я завтра. Да, это не просто так. Во-первых, просто так не дают, да, все равно смотрят, кто ты такой, там, учебу проходят, некоторые братья год ждут, 2 года ждут. Ну, альхамдулилля. Пусть те семьи, которые взяли на воспитание вот этих сирот, пусть Аллах Тааля даст им баракат, пусть Аллах Тааля даст им награду за эти действительно великое дело, опека о сиротах. Дальше, следующая причина. Кто содержал джариятайни хатта юдрика, то есть тот, кто содержал, воспитывал двоих дочерей, пока они не достигли совершеннолетия. Ну, получается, растить дочерей. Есть хадисы про сестер еще есть, так ведь, пока они не выйдут замуж. Анас радийаллаху анху передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, кто воспитал, содержал, тут уже все здесь идет, да, 2 дочерей, пока они не достигли совершеннолетия, дахальту ана ва хуаль джанната кахатайни. То есть я войду в рай, и он кахатайни. То есть вот он показал 2 пальца. То есть мы вместе войдем с ним в рай. То есть человек, который вырастил 2 дочерей, дал им воспитание, да, пока они не достигли совершеннолетия, выдал их замуж, так ведь. Аллах Тааляның илчасы, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, я войду в рай, и мы вот войдем вместе. Этот хадис в сборниках имам Муслима, Тирмизи, Хаким и Ибн Хиббан. И он показал вот эти 2 пальца, что мы вместе войдем в рай. Вот очень много хадисов, дорогие братья, отдельно приходят про воспитание именно дочерей, не сыновей. Вот сегодня мы не дойдем до этого, потому что в этом есть мудрость. В этом есть великая мудрость. Вот одно дело, когда человек воспитывает сыновья, которые будут помогать ему, сыновья, которые будут в старости лет возле него, потому что по шариату мы знаем, там мужчина, несмотря на то, что у него будут свои дети, своя семья, жена любимая, да, на место родителей никто не может претендовать. Ни жена любимая, ни жены любимые у кого-то, да. Родители для мужчины всегда будут на первом месте. Мать всегда будет на первом месте. Поэтому в старости лет матери сын должен быть возле нее. Поэтому тот, кто воспитывает сына, получается, воспитывает для себя. А тот, кто воспитывает дочерей, мы знаем, во время никаха, когда вали, опекун, передает свою дочь мужу, как в фильме говорится, власть меняется. То есть уже после никаха для дочери этого человека на первом месте уже муж. И она должна уже все до конца своей жизни служить мужу в первую очередь, а потом только родителям. Поэтому вот почему во многих хадисах говорится именно про достоинство воспитания дочерей, потому что, получается, своих дочерей ты там растишь,
да, испытываешь, терпишь там трудности. Для кого? Для кого-то. Вот с улицы кто-нибудь придет, брат один, и скажет: дай мне свою дочь, да? Ладно, альхамдулилля, если через полмесяца не вернет и не скажет: да, брат, талак халяль же, что, да? Вот это очень важный момент, поэтому хадисы именно побуждают к воспитанию дочерей, да, альхамдулилля, потому что ты для кого-то воспитываешь, как садака. Следующая причина — аль-мар'атуль мути'ату ли зауджиха. Женщина, которая покорно слушается своего мужа. Абу Хурайра, радийаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ида саллатил мар'ату хамсаха». Если женщина будет совершать 5 намазов, 5 своих намазов, то есть 5 обязательных намазов, «Васамат шахраха», и будет поститься свой месяц, то есть про какой месяц идет речь? Рамадан, обязательный пост, да? «Ва хассанат фарджаха», и если она оберегала свое тело, свои половые органы, то есть от распутства, то есть если она оберегала свое тело от зина, от распутства, то есть она принадлежала только мужу, ее красота, да? «Ва ата'ат зауджаха», и была покорной своему мужу, «Кайля лаха», в судный день ей скажут: «Удхулил джанната мин айи абуабил джаннати шити». То есть войди в рай через какую дверь пожелаешь. Мы знаем, что судный день, мы знаем, что рай имеет очень много дверей. И есть двери, которые называются видами благодеяний. Например, есть бабус саля, дверь намаза. И те, кто очень много внимания уделял намазу, помимо обязательных намазов, он совершал ночные выстаивания, киямуль лейль, духа, другие дополнительные виды намазов, то, иншаллах, у него есть шанс, что Аллах Тааля в судный день скажет ему: войди в рай через эту дверь. Помимо этого есть бабус садака. Как раз вот эта тема про наши способности, возможности, да? Кто-то, машаллах, больше всех обращал внимание на садака. Он помогал, он расходовал, ярхамукаллах. То есть он очень много уделял внимания этому виду поклонения. Альхамдулилля, у него есть возможность, что в судный день ему покажут на эту дверь. Бабус садака, бабус зака. И скажут: вот это твоя дверь, войди через нее. Мы знаем, есть специальная дверь для тех, кто постится. Эта дверь называется Раян, так ведь? И они будут заходить через... У кого-то бабуль джихад, у кого-то другая дверь. И вот, альхамдулилля, мужчинам, вот Аллах Тааля по мудрости все построил тогда, мужчинам, чтобы собрать вот эту награду, нужно выходить из дома, нужно работать, нужно бродить, ходить, куда-то идти, бороться, чтобы здесь садака давать. Чтобы садака давать, нужно работать, так ведь? Вот, например, есть награда за джаназа намаз. То есть нужно, если услышишь, ты едешь куда-то в эту мечеть, да, ты участвуешь в похоронах. То есть мусульманину, мужчине, всегда нужно ходить, бегать и собирать. Потеть там, собирать вот эту награду. А так как для женщины, мусульманки, самое достойное для нее место — это дом, Аллах Тааля так пожелал, что все вот эти награды, они сами приходят к нему. То есть ей не надо там сюда бежать, туда бежать, и садака, и закат давать, и на джихад, и джаназа, да? И некоторые женщины, могут быть, сестры даже могут подумать: да, вот почему вот все там благодеяния только для мужчин, да? Нет, вот этот хадис как раз указывает на то, что все те благодеяния, которые нужны человеку, чтобы войти в рай, они приходят к нему домой. Вот если она совершила 5 своих намазов, мы знаем очень много хадисов, которые указывают на то, что для женщины совершать свой намаз лучше где? Дома или там не просто в мечети, а в харам, у себя дома. Мы с вами хадис читали, да? Когда сподвижница спросила: «Я Расуль Аллах, где мне лучше совершать мой намаз?»
За тобой, вот здесь, в хараме, или в своей мечети. Посланник Аллаха сказал, в своей мечети. Но лучше у себя во дворе, а лучше у себя дома. А лучше не у себя дома, а в своей комнате. Так ведь? Вот поэтому, альхамдулилля, 5 намазов она хранит у себя дома. Для того, чтобы поститься женщине, не надо никуда выходить. Так ведь? Для того, чтобы сохранить себя от зина, сохранить целомудрие, никуда, наоборот, не надо ходить. Так ведь? Альхамдулилля, целомудрие. И если она будет покорной своему мужу, альхамдулилля, будет покорно служить ему, будет всегда стараться радовать его, так как в хадисе говорится, что самая лучшая женщина — это та, на которую смотрит муж и радуется. Так ведь? Радуется. Вот женщина и красотой своей, и своим внешним видом, и столом, так ведь, и едой приготовленной, и порядком внутри дома. Она должна сделать все, постараться, да, чтобы это радовало мужа. И каждый раз, когда муж будет радоваться ею, альхамдулилля, это будет причиной того, что у нее будут прощаться грехи, и она будет в раю. Поэтому в судный день, вот если она соберет 5 вот этих благодеяний, в судный день она сама будет выбирать, через какую дверь войти. Бабуль джихад, бабу садака, там, бабу закат, и бабу саля или другую дверь. И в другом хадисе, этот хадис, то, что мы с вами читали, Ибн Хиббан, Сахих, многие ученые, мухаддисы сказали, что это достоверный хадис. И другой хадис, ну, практически такой же. «Ида саллятиль мар'ату хамсаха», посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, если женщина совершит 5 своих намазов, «васамат шахраха», и будет поститься обязательный пост Рамадан, «ва хафидат фарджаха», если будет хранить свое тело от зина, от распутства, да, если будет хранить свои половые органы, «ва атаат зауджаха», и будет покорной своему мужу, «дахалятиль джанна», она войдет в рай. Этот хадис также сахих, раваху баззар, раваху Ахмад, Табарани и так далее, и так далее. Идем дальше. Ас-Сиддик — это праведный, аль-мар'атуль валудуль вадуд, также женщина, которая, вадуд — любящая, валюд — это та, которая рожает детей. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: не сообщить ли мне вам бириджаликум мин ахлиль джанна, о ваших мужчинах, которые будут обладателями рая. То есть он спросил у людей, сказать ли мне вам, кто же из вас является обладателем рая. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: ан-набию фил джанна, пророк будет в раю, ва-шахиду фил джанна, шахид, мученик, будет в раю, ва-сиддику фил джанна, и праведник будет в раю, валь-маулуду фил джанна, также младенец будет в раю, вар-раджуль язуру ахаху фи нахиятиль мисри филляхи фил джанна, и также мужчина, который посещал своего брата где-то там на конце города, да, брата в Аллахе, то есть брата, которого он любил ради Аллаха, не потому что там чего-то от него хотел, что-то нужно было там долг возвращать или еще что-то, он посещал его только потому, что он его брат, и он посещал его ради Аллаха. Филь джанна, он также будет в раю. Вот посещение, про это говорили. И также дальше посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: не сообщить ли мне о ваших женщинах, которые будут из числа обладателей рая. И первый посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: аль-вадуд, то есть любящие, аль-валуд, рожающие детей. Вот когда я первый раз прочитал этот хадис, есть же другой хадис, тазавваджу аль-валуд, аль-вадуд. Так ведь есть еще хадис, где посланник Аллаха конкретно призвал нас: женитесь на тех, которые любят, то есть на любящих женщинах и на рожающих детей. И вот здесь тоже говорится, что именно рожающие детей женщины, они будут в раю. Да? Дальше еще прочитаем.
Вот я сначала подумал о тем женщинам, которым не суждено рожать. То есть, получается, они не подпадают под этот хадис? Нет. Вот где-то надо понимать, ученые говорят, что здесь речь идет о достоинстве женщин, которые рожают, которые хотят рожать. Потому что проблема в обществе, да, проблема, есть очень много женщин, которые не хотят рожать. Вот сегодня, когда мы начинаем иногда участвовать в разборках семейных, да, альхамдулилля, что они еще приходят к нам, приходят к азыям, то есть не просто там доказать, кто там прав, кто там круче, да, сильнее, кто там больше хадисов знает, а действительно многие приходят, чтобы сохранить как-то, ищут причину сохранить семью. И вот иногда, когда выслушиваешь их, у нас, понимаешь, что сегодня в семьях это две проблемы. Это две проблемы. Ирлерның қопшық ташысы келмей, хатындарның бала табасы келмей. Вот мужики не хотят работать, но это же проблема каждый день. Вот вчера только работал, сегодня опять работать, да, вот еще завтра работать, да, вот, проблема же. Сегодня поэтому мужчины не хотят работать, а женщины не хотят рожать. Потому что проблема. Это же надо 9 месяцев носить, да, под своим сердцем. Это столько надо и токсикоз, и другие болезни, да, и нехватка кальция, витамины. Это она не может заснуть, там, у нее все там болит. Вот, и тем более надо еще рожать. А когда рожаешь, понимаешь, что, оказывается, проблема, оказывается, когда он там внутри, он еще не кричал, не орал, там, подмывать не надо было. Оказывается, все начинается еще. Так ведь? Поэтому вот проблема мужчин в семье, они не хотят работать, а женщины не хотят, многие женщины не хотят рожать. Не хотят рожать. Вот поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал аль-вадуд, то есть любящие женщины, любящие своих мужей. Да, конечно, женщина должна любить. И почему вот аль-вадуд, аль-валюд, ученые говорят, почему вот любящие мужей, своих мужей женщины и рожающие детей? Потому что, говорит, если жена не будет любить мужа, то муж не заставит, он не сможет заставить жену рожать детей. Потому что, вот это, говорит, как раз юраггибу, то есть это побуждает любовь женщины к мужу, жены к мужу, побуждает ее рожать для него детей. Так ведь? Поэтому не просто так, аль-вадуд, аль-валюд, да. И дальше посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал аль-ауд. Аль-ауд. То есть что такое ауд? Аль-вадуд, аль-вадуд, аль-ауд. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, объясняет, если там несколько хадисов идет, несколько хадисов, все их я не буду приводить, аллати иза заламат, или же в другом говорится зулимат, то есть та, которая, может быть, сама совершила зульм по отношению к мужу, да, то есть притесняла права мужа, или же муж притеснял ее права. То есть что-то между ними случилось, кто-то был неправ. И они, получается, что? Они, обидели друг друга. У них произошла вот эта ссора. И вот в это время она подходит к мужу и говорит: «Хадихи ядайя фи ядика». Мои руки, на твоих руках. То есть она ставит свои руки на руки мужа и говорит, я не засну сегодня, я не закрою свои глаза, хатта тарда, пока ты не будешь доволен мною. Пока ты не будешь доволен мною. То есть получается залямат или зулимат. То есть вот может быть так, что муж обидел ее. То есть муж был виноват, а может быть так, что она виновата. Но Аллах Тааля за то, что она подходит к мужу и говорит: вот мои руки на твоих руках, да, ставит руки на руки своего мужа и говорит: я сегодня не засну, пока ты не будешь доволен, пока мы не подружимся, и ты не будешь доволен мной. Вот такая женщина, она будет, иншаллах, в раю. Иншаллах, она будет в раю. Вот за ее поступок вот этот. То есть, получается, она крайне заинтересована, переживает за довольство мужа. То есть понимает, что степень мужа, права мужа очень большие. Этот хадис Хасан передает Даркутни, Табарани,
и так далее. И так далее. И еще один хадис прочитаем, нет? А? Да. Никто не заснул там? Ну, хадис, конечно, вот машаллах, машаллах. Это, наверное, такой вот хайтамуху миск. Это завершение, так, машаллах, такой хадис. Тарбиятуль умми либанатиха. Воспитание матери своих дочерей. Этот хадис нам передает Аиша, радийаллаху анха, который говорит: «Джаатни мискина», как-то раз ко мне пришла мискина, то есть немощная женщина, нуждающаяся женщина, да, тахмилю бнатайни лаха, и она с собой взяла двоих детей, двоих дочерей, то есть с ней были маленькие дочеря. И здесь об этом не говорится, но в другом хадисе говорится, что Аиша, радийаллаху анха, захотела помочь, ну, чем-то накормить их, да, но ничего не нашла, кроме 3 фиников. То есть вот это о чем говорит? Что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он не жил таким богатым, да? То есть она начала искать, вот что можно им дать. Вот сегодня, если к нам такие люди придут, я не думаю, что мы там только 3 финика найдем, да? Альхамдулилля, у всех у нас очень много еды, иногда мы много исраф делаем. И вот она нашла 3 финика. Фа'атат кулля вахидатин тамратан. И когда она взяла у меня, говорит, Аиша радийаллаху анха рассказывает, когда вот эта мать, говорит, взяла у меня вот эти 3 финика, 3 финика всего, да? 1 финик она отдала одной дочке, потому что она была голодной, а 2 финик она отдала другой дочке. وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا. А 3 финик она подняла, вот так преподнесла ко рту, чтобы самой съесть, потому что она сама голодная. 3 финика. Одной дочке 1 финик, второй дочке. И 3 вот так она преподнесла ко рту, чтобы съесть ее, потому что она была голодной. И вдруг она увидела, что ее дочки уже съели, а дети же они быстро, да, и тем более голодные, и просят у нее еще. И тогда она не знала, что делать, потому что кроме этого финика, который вот уже она должна была съесть, больше ничего не было. Тогда, говорит, она разделила вот этот финик на 2 части, половину отдала, говорит, одной, а половину другой. И ушла сама голодной. И вот фа'аджабани ша'наха. И Аиша радийаллаху анха говорит, я, говорит, была удивлена этим делом вот этой матери. И когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вернулся домой, я, говорит, вспомнила этот случай, рассказала ему об этой матери. Действительно, она была удивлена, как вот эта мать сама голодная, вот хотела уже, а ведь Аиша видела, что она хотела уже все проглотить, съесть, но обратно вернула и разделила на 2 части. И когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, услышал эти слова, он сказал: «Инна Аллаха кад ауджаба лаха бихималь джанна». Вот, говорит, за это дело, вот за этих дочерей Аллах Тааля сделал для нее рай обязательным. То есть она за это и за этих дочерей она обязательно будет в раю. Этот хадис в сборнике имама Муслима. И вот как раз здесь уже автор книги вот как раз объясняет нам, почему вот так, почему именно воспитание дочерей. Потому что, говорит, воспитывать сыновей тоже требует очень много усилий. Но мы всегда должны знать, что сыновья, они твои. И в первую очередь ты имеешь право над ними. Ты можешь сказать сыну: все, я нуждаюсь в тебе, и он должен оставить все и прийти к тебе. Потому что ты родитель, ты мать, ты отец. Но с дочерьми так не получится. Ты всю жизнь воспитываешь, там вот на никахах мы сидим, да, там сестра молодая сидит, выходит замуж, да, и там 20 лет, ей 25 лет. И вот до этого дня 20 лет, 25 лет вкладывались в нее родители. Да? Мать родила, а я специально во время никаха, практически 99 случаев
из 100, да, я вспоминаю, как вот эта мать, она же там сидит, Аллах ашкар, да, как она носила вот свою дочь, вот которой уже 20-25 лет, да, носила в утробе. Да, я обязательно вспоминаю аят, где Аллах Тааля говорит, рассказывает нам о муках и страданиях, которые испытывает мать, когда носит свое чадо вот в утробе, да, потому что нам, мужчинам, этого не понять. И тот зятек, вот этот, который сидит, жених, да, такой весь такой, машаллах, там, да, сидит там, давайте мне свою дочь, там, да, я буду хозяином ней, да, он же не понимает этого. Он никогда не растил, он 20 лет не растил дочь. Если бы вот он вырастил бы дочь 20 лет, 25 лет, да, вкладывался в нее, да, а дочки они другие, они не как сыновья, они другие, да, он бы больше понимал, что ну, вот не хочется, чтобы побежали твою дочь. Не хочется, а молодой он не понимает еще. Он не понимает. И вот я все время это рассказываю. И вот как раз вот этот хадис. Почему воспитание дочерей? Почему? Вот она хотела есть, она раз разделила. Кусочек туда, кусочек сюда. Да? Потом эти дочки становятся красивыми девушками, женщинами, их забирают куда-то. И они должны служить кому? В первую очередь своим мужьям. Ладно, если они благодарные. Да? Вот поэтому вот именно воспитание дочерей, когда ты не для себя трудишься, а для кого-то. Да? Поэтому, дорогие братья, нужно любить своих, как там в множественном числе, тещ. Да? Нужно любить и быть благодарными им за то, что они воспитали для нас наших любимых жен. Субханакаллахумма бихамди, шаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Продолжение следует, иншаллах. Джазакумуллаху хайр. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.